Вот он, долгожданный поход. Сегодня выходной. Впереди лес. Может показаться, что я где-то в глуши, в 3000 километрах от цивилизации. Разворачиваемся. Девятиэтажки стоят. Да, это поход около дома. Пельменная вечеринка. Я взял с собой наши зеленецкие пельмешки. Где-то примерно через 20 тысяч сантиметров показалась вот такая вот горка. Ну, такая вот какая-то тут, не знаю, что это, речка, не речка. В общем, ручей. Остановились вот в этом месте. Там идет такой овражек. Деревья упали. Здесь вот пихта. Сама тропинка в той стороне. Здесь у меня топор. Ну, это чтобы сучки обрубать и прочее для костра. Вот такой вот лес. Железная дорога там. Кострик будет здесь. Хорошо, что здесь уже есть сваленные вот такие вот елки. Ну, елки, там березы где-то в некоторых местах. То есть их можно просто пилить и уносить на костер. Вот они, вот из этих вот маленьких. Летом очень хорошо можно развести костер. Но сейчас они все сырые. Вот, поэтому отпилил вот такую вот елку. И буду сейчас делать щепочки. Нарублю вот из этого поленышка. И уже с этих щепочек, возможно, внутри она по суше, с этих щепочек буду разводить кастрик. Да, внутри она сухая. Снаружи вот прям вода сочится с нее. Внутри сухая. Так, ну вот, готовы, значит, вот эти вот щепочки. Газета. Эту газету пока в сторону отложили. Зажигалка. Вот, поджигаем. Вот чем люблю я именно вот так вот зажечь спичкой, и чтобы оно само разгорелось, без бензина, без всяких поджигов, без горелок. Вот именно само лучинками там от газеты или от коры. От коры это вообще топчик. Но сейчас кора такая сырая, что я даже не стал пробовать. Хорошо, если загорится хотя бы от газеты все это дело. Давай, 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 давай. Пошло дело. Сейчас посмотрим. Вот запах уже появился. Такой древесный. В общем-то, разгорелось все это дело. С первого раза, с одной зажигалки, так сказать. Так, костер. Значит, вот такой уже. Видно, что-то не видно. Вот такой. Ну и сами пельмешки. Сейчас начнем варить. Думаю, пора.
ход идут пельмешки, вода закипела, приправу уже кинул с солью. Да что ж такое, одна все равно не хочет. Опа. Горячо. Одна всплыла. Пельмешки уже всплыли. Костер немножко раскидал, чтобы не было так много жара, а то вода сильно кипела. Вот этого вот огня достаточно. Вода потихоньку кипит. Сейчас минут 10 поварятся и готово. Ну чё, кто хочет пельмешки? Держите 2 штучки. Блин, как я хотел долго вот сварить пельмешки в лесу. Наконец-то я выбрался. Опа. Вот такие вот они прекрасные. Разварились. Так, ну что, начинаем пробовать это богоподобное блюдо. Пельмешка. Вкус мяса. Тот самый вкус зеленецких пельмешек. Как будто немножко не доварились. Хотя варились где-то минут, наверное, 12. Ну, вкусно. Вот те, кто сейчас сидят перед монитором и еще не поели, я думаю, у вас потекут слюнки от этого вот вида. Прекрасно. Ну, естественно, они гораздо вкуснее, чем просто сварить пельмени дома. Очень вкусно. Ну, всем приятного аппетита. И такой вот обед можно организовать всего лишь в 2 километрах от 9-этажек. Это Сыктывкар, Республика Коми. Вот такая вот тайга граничит с 9-этажками.